الله أكبر 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 الله أكبر. То, что в горах аварцы, нет, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. Пол Дагестана баб снимается в Дубае, пол Дагестана, и это знает весь Дагестан. И те же самые ваши мужья с ними тусуются, и ваши же семейные деньги дают за вот этих шлюх, и оплачивают, и прочее, и вы их палите, и потом вы говорите, что виноваты какие-то другие. Прежде чем видеть чей-то сторис в Дубае, наверное, вам нужно будет закрыть весь поток вылета женского, чтобы блядство дагестанское вот здесь не распространялось. Давайте не будем говорить о том, что какие-то сторисы мои вызывают какой-то дисбаланс у нас в Дагестане. Половина шкур, блядь, дагестанских здесь сидит. О чем вы говорите? Умоляю. Давайте будем выкладывать все страницы, чтобы ваши мужья и ваши жены и прочие видели и знали, сколько кто стоит и кто кого снимает. Maaşların hobi mafkay, dayazı şuşun mesela tübehkeçer, dok maşoldu, o kezen boçerge maşoldu, o etagan valin haşru, eçevi, yukez dekşo, mafko. Musa, Темиши, Musa, okuşavıyna, osti, mafkoy bu, serge doşludu ve siyetsur batşı, lukçu hattaşdıydu, su tamt хрух шу тамалешдина es ешас сацу визараги дагват визаха ишнисван цани хаз низман цани дагулу печонер ошлитер вы пойдахёш вы гладуган болчер пойдахёш вы оман пойдахёш ама душон захархат меги хархат меги бушлу хуштац козат всё бистабу мута машло хавискл ай машали цани дош холдих вы гладуган болчер. Дейл Маршал Хейлшун Масана. Ну, наиболее актуально сон Саунхит. Я вот прослушиваю так по несколько минут чаты всякие, голосовые чаты. И вот на чате Нису, по-моему, Нису Эриза, да, Нису, в чате полемику там один говорит, что надо быть терпимым к разным верованиям, к разным политическим пристрастиям. Вот. А многие на этом чате говорят о том, что надо быть на пути шариата. И тот, кто против маджлиси шури, против шариатских этих самых, надо голову отрубить там и так далее. Ну, как всегда у нас. Вот по этой теме бывает. Вот поэтому в вступительной своей реплике я бы хотел призвать еще раз всех чеченцев научиться терпению, толерантности. Вот, терпеть и иноверцев, и вообще неверцев. Вот. Каждый ищет, у каждого свой путь к единому Богу. Вот. А иной разуверился в Боге, видя там несправедливости, кощунственные, да и
вот, массовые смерти детей, там, разрушение городов. И он в отчаянии восклицает: «О Аллах, о Бог, о Яхве, там, о Христос, где же ты, если ты справедлив? Зачем ты позволяешь это?» Али, видимо, отчаивается и ну, не верит он ни в Бога, не верит. Но это его дело, наше какое собачье дело. Мое, например, какое собачье дело, человек верит или не верит. Человек демократических взглядов или там, сторонник там, зарождения в Чечне наследственной монархии в лице семейства Кадыровых. Но он так считает, это его беда. Вот. Научиться терпимости нам надо. Если мы не научимся терпимости, вот, не торопясь, там, у нас единственный момент, на котором мы можем объединиться в будущих баталиях, я надеюсь, бескровных, вот, это вот терпимость друг к другу. Вот с этого я хотел бы начать. Иудей, атеист, анонист, кто бы он ни был, надо быть терпимым, выслушать его мнение. Вот, живой человек, мы не имеем права никого лишать жизни, там, никого подвергать экзекуции. Мы же не боги, мы не Аллахи, мы не дьяволы, чтобы кого-то там наказывать там, за его веру или неверие. Вот этому надо научиться, вот этого нет. Пока этому чеченцы не научатся в массовом таком масштабе, у нас не будет единства, у нас не будет будущего. Вот мы будем как дикари, как такая бесхребетная масса дикарей. Вот с этой реплики я хотел бы начать наше общение. Вот я слушаю ваши вопросы, если есть. Да, хорошее вступление. Хорошее вступление, дядя Муса. Но вам не кажется, что ваши политические, идеологические оппоненты вам возразят? Я, ваш покорный слуга, озвучу их мысли. Они скажут: дядя Муса, вы хотите из нас сделать терпил? Вы хотите из нас сделать терпил, чтобы мы все терпели? И так мы терпим уже столько веков и 35 лет последних. А где наша борьба, бурная идеологическая борьба, дядя Муса? Они вам это скажут. А что вы им ответите? Подожди, я же о чем говорю? Мы о разных вещах говорим. Я же не призываю терпеть несправедливость, там, терпеть российскую оккупацию. Надо бороться всеми силами. Пока есть возможность, мирными путями. Если нет мирных путей, надо и вооруженным путем, любыми путями бороться против оккупационного режима. Это отдельный вопрос. Я-то не призываю терпеть оккупационный режим. Я призываю нас всех терпеть друг друга. Это совсем, это не терпение, это другого порядка. Вот. Терпеть друг друга, там, переносить легко другое верование или вообще неверие. Я к этому призываю. А терпеть оккупацию там, врагов наших я не призываю ни в коем случае. Я сторонник бескомпромиссной борьбы до последнего вздоха с оккупационным режимом. Так что эти обвинения не ко мне. Нет, это не обвинение. Я озвучил мнение, голоса. Кстати, пользуясь случаем, приветствуем Сармата, американский флаг, квадрат, Обркзером, Шерлам, Карен Баранзес. Вітаем вас, наш гость Украины. Мы витаем нашу. Передайте нашей сноке привет, скажите, чтобы сильно вас не ругала. А то вся чеченская диаспора будет защищать вас. А чеченцы везде, вы же знаете, мы же жесткие ребята. Хотя вы, конечно же, слушаете. Так, Муса, возвращаясь к вам. Вот вы сказали: я не так сказал, я не той терпимости призываю. Я, говорите вы, говорите вы, я призываю и веду бескомпромиссную борьбу с оккупацией. Так важно, с другой стороны, наши же оппоненты, так называемые русские наши друзья, а и их же прислужники, приспешники,
и их же лакеи из чеченоговорящей публики скажут: да вы радикал, батенька, вы же радикал. Как вы можете быть таким радикальным? У нас же здесь все хорошо, у нас в мире порядок. А вот этим людям что вы скажете, ответить? Но как же может быть хорошо, когда Кадыров и его банда жируют, с ума сходят от того, что знают, куда деньги девать. Вот, никто ничем не рискует, а чеченских парней посылает в Украину. Хотя ни один чеченец не согласен идти в Украину воевать против украинского народа. Вы же знаете, что весь чеченский народ с большим-большим уважением относится к украинцам, я неправильно ударение ставлю, вот, к полякам, к украинцам. Вот. Не все хорошо. У одних миллиарды, там, дворцы, а другие нищенствуют. Как это хорошо? Нехорошо. А дворцы, дороги, это хорошо, конечно, но дворцами невозможно питаться, дорогами хорошими, вот, фонтанами там разными, аквапарками. Их не покушаешь. Вот. Ими нельзя лечиться, там, уколы делать. Вот надо сначала социальную справедливость установить. Да? А это в условиях Чечни, когда республикой руководят бандиты, невозможно. Как это? Сама постановка вопроса кощунственна. Вот мы живем хорошо, там, почему ты там, ты экстремист, ты радикал. Там. Нет, я не радикал. Я обыкновенный смертный чеченец, такого усредненный чеченец. Не самый лучший и не самый худший. Вот. И мне хочется жить в Чечне более-менее свободной. Вот хотя бы на уровне времен Советского Союза даже. А там же вдохнуть невозможно. Там не то прочел, не того послушал, не там лайк поставил. Там. Это ужас мой дикий. Вот. Людей с такими вопросами слушать. Дядя Муса, прошу прощения, вы каждый раз, когда вы отвечаете, вы провоцируете новые вопросы и обвинения в свой адрес. Только что вы сказали в своем высказывании, что хотелось бы жить хотя бы как в Советском Союзе. На это ваши же биологические оппоненты, даже ваши друзья, мусульмане, или даже христиане, или даже неверующие, атеисты, деисты, родноверы скажут: да вы коммунист, батенька, вы совок прожженный. И есть много комментариев, которые ваш покорный слуга читал под вашими постами. Вас многие обвиняют в том, что в вас остался вот этот вот совковый дух, вы совок. Что вы на это скажете? Вот что вы скажете на это? Вы знаете, вот современная молодежь вот до 40-45 лет, она в массе своей необразованна. И она вот взяла на вооружение вот этот совок этих новых русских, это обвинение новых русских, демократов российских, нынешних фашистов, бывших демократов, ныне фашистов. Вот. Совок – это великое дело. В Советском Союзе было самое высокое образование. Джон Кеннеди, президент Соединенных Штатов, когда Советский Союз запустил спутник, воскликнул: Советский Союз нас победил за школьной партой. То есть у нас образование было самое высокое. То, что мы учили, например, в 8 классе там, по математике, по алгебре, сейчас тут во Франции на первых курсах некоторых институтов не знают ребята. Вот я как-то у дочери одного моего приятеля, который учится в техническом вузе во Франции, ну так, спросил: высшую математику вы уже прошли? Да, прошли. Я у нее спрашиваю: единица минус синус квадрат сколько будет? Она не знает. Это простейшая тригонометрическая функция, которую мы начинали там с 7 класса, по-моему.
мы учили. Она не знает. Корень квадратный из 100 сколько, тоже не знает. То есть образование везде в мире, оно, кроме вот этих приватных вузов, приватных школ, в основном еврейских, вот, образования нет как такового. Это поверхностное образование. Людей учат быть потребителями. Поэтому там обзываться совком, это может только тупица. Вот, все, кто вышел из Советского Союза с образованием, это человек, вооруженный очень мощными знаниями в своих отраслях. Там физик, будь он там химик, математик, юрист, журналист. Очень сильное образование было. И Московский университет был одним из самых сильных высших учебных заведений в мире. В мире. Поэтому совок, когда говорят, это тоже, знаете, барбир. Это идиоты говорят, совок. Надо конкретно обвинять. Вот ты, допустим, дурак вот в таком-то. И аргументировать. Вот потому-то, потому-то. Вот. А совок, как я совок? Если я призываю быть терпимым друг к другу, не к режиму эксплуататорскому, оккупационному режиму, а друг к другу быть терпимым. Это что, совок? Не прав, старик, ты не прав. И ты так мыслящий. Не прав, ребят. Нет совка. Все, кого называют совки, во всяком случае, людей, вышедших из Советского Союза с образованием, вы должны пасть на колени перед ними, вот, и учиться у них, а не называть совками. Хорошо. Смотрите, дядя Муса. Вы сами себе расставляете минные ловушки каждый раз, когда вы развиваете свою мысль или идею. Смотрите, ваш покорный слуга слушает народ, слушается к народу и всегда говорит то, что говорит народ. Вы сказали, образование советское было хорошее, видите ли, западное плохое. Даже, видите ли, батенька, не знаю, кто там приезжал, какой-то президент американский, сказал, в совке хорошее образование. А вопрос спрашивается по хорошему образованию, почему совок развалился и почему совок отстал в техническом развитии. Это один вопрос. Второй вопрос. Вот вы говорите, вот мы там учились, мы образованы, вы должны пасть на колени, а новое поколение с вашего же попустительства, потому что это ваше поколение, которое занималось попустительством, вы дали внедриться к нам в чеченскую среду. Конечно же, у вас не было сил, мы это тоже понимаем, но все-таки есть упущения, их надо признать. Исламское религиозное образование везде медресе. И эта молодежь, которая зомбирована, выходит из этих медресе при мечетях, они вам скажут, зачем нам образование? Все поранит. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, пророк Мухаммад сказал, что тмин самое лучшее снадобье и лекарство от всех болезней. Там же образование в религии тоже. И это уже никак ты их не переубедишь, и ни мы, никто не сможет переубедить это поколение, потому что все здесь. И это есть самое лучшее, наилучшее образование. И не нужна нам ни квантовая физика, ни география, ни история. Ничто и ничего нам не нужно, потому что наше образование базируется по догматам, по Корану, по сунне пророка Мухаммада, по его жизни, книга Сира, по его сумме, по хадисам. Все, нам ничего не надо. Это второй вопрос, который выскакивает из того, что вы сказали. А что вы на это сказали? Я вас предупреждал, я сказал, пощады не будет. Говорите, если есть возможность. Можете помолчать. Вопросы задавайте. Самые термоядерные вопросы задавайте. Я скажу, во всяком случае, свое мнение. Ну, дебилы, которые с 3-4 лет зубрили только Коран, учили наизусть, который не знает там математику, физику, астрономию, там гуманитарные науки, он, конечно, не способен там осмыслить мир, мироздание, миропорядок. Вот. И он, конечно, ему не нужно никакое образование, там он там своими этими
Аль-Бухари сказал, Аль-Мамуни сказал Бог, что и будет попугайничать. Да? У него других знаний нету. Он зашоренный, он капитально зашоренный и потерянный для общества и для себя. Поэтому вот, вопросы со стороны вот таких людей, они не должны нас тоже так особо волновать. Печально, конечно, что... Дядя Муса, но их-то большинство, 99% нашего общества. Как их игнорировать? Ну, к сожалению, мы должны принять это как горестный факт. Вот, минимум два поколения оскотинено. Вот, неправильным применением шариата, религии там, и так далее. Религия для себя, для души. Как, Себя как можно применять правильно нормы шариата, где там говорится отрубайте руки и ноги? Когда какой-то решает... Я сейчас не об этом. Вы нарываетесь на большие минные ловушки, поля. Ладуан, любая вера, там, мусульманская, христианская, иудейская, это для себя. Не надо из веры делать политику. Политика – это другая сфера. Изучив Коран, все богословские трактаты, ты не сделаешь операцию на аппендицит. Для этого надо медицинский институт закончить, чтобы делать операцию на аппендицит. Поэтому изучение Корана не дает тебе обширных знаний всего и во всем. Вот, поэтому... Секундочку, дядя Муса, давайте зафиксируем. Четко и ясно. Изучение Корана из окончания медресе и того, что мы стали хафизами, бьет всеобъемлющих знаний. Вы это хотите сказать? Бьет? Как ты сказал? Изучение Корана, окончание какого-то исламского университета, так называемого, в арабских странах, в странах Ближнего Востока, Турции, или даже в той же Чечне, или в Татарстане, Узбекистане, Бухаре, и даже факт того, что ты становишься хафизом, не дает тебе обширных знаний. Ты не можешь стать хирургом. Не дает, абсолютно. Мы можем это четко зафиксировать, и можете вы это сказать? Да, это факт. Да, это факт. Если человек не учился другим наукам, а учил только Коран, это человек скотина натуральная. Натуральная скотина для себя и для народа. Ребенка до 15 хотя бы лет, до 14-15 лет, надо подготовить к жизни, к современной многогранной жизни. Точной науки, там, математика, физика и так далее. Учить его истории религий, чтобы он знал, сколько религий, чем отличается одна религия от другой религии. И только к 15, например, годам приступать, и то по желанию. Не всем же быть мулами, богословами. Миллион чеченцев не может быть миллионом богословов. Вот. Те, у кого есть склонности к богословию, тот пойдет дальше там, изучать ислам. Вот. А у кого другие способности, пойдет там на физтех, там, на журналистику, на юридический там, и так далее. Да? Вот. А изучение одного Корана не оскотинивает, наоборот. Сужает его. Он как попугай. По любому поводу. Это по-арабски. Вообще зачем это по-арабски говорить? По-чеченски можно любую суру, любой аят говорить. Вот этим самым в Чечне, например, и вообще в России создана целая каста паразитов, вот, которая оправдывает фактическое людоедство. Вот чеченских парней посылают в Украину убивать украинцев, которые нам ничего плохого не сделали, вот, кроме добра. И это подпирает аятами из Корана. А молодежь, которая ничего не знает, кроме Корана, слушает и, естественно, авансом допускает, что этот муфти Межи говорит правду, что умереть, убивая там украинцев, это джихад. Он подпирает, этот муфти и
особенно этот мразь, эту мразоту, я забываю его фамилию, по религиозным этим вопросам, советник. Вот эти мразоты, они именем Корана, хадисов оправдывают массовое убийство чеченской молодежи в Украине. Поэтому к религии надо относиться очень бережно. И перед тем, как изучать религию, ребенка надо подготовить. До 15 лет, ну, конечно, таким общепринятым принципом морали во всех религиях. Не убей, там, возлюби ближнего, это во всех религиях. Во всяком случае, в авраамических. Это надо, ну, так, по делу, как в фоновом режиме, как говорится, ну, и вот, обучать. А в основном интенсивно химия, физика, история, литература, там, астрономия. Ребенка надо подготовить к жизни, чтобы он слегка хотя бы понимал многообразие жизни, звезд, гор, рек, там, земное притяжение, космос, там все такое. А потом пусть учат Коран. Вот тогда будет у нас грамотная нация, грамотные богословы будут. Тот, кто верит, пусть верит. Тот не верит, пусть не верит. Вот. И мы будем полноценной нацией. А сейчас мы полноценной нацией, уже мы не полноценная нация, между нами, чеченцами говоря. Вот послушайте НИСУ, чат голосовой, там часто. Вот тот, кто не согласен с шариатским правлением, все, голову долой. Это что за разговор? Дикарский. Совершенно дикарский разговор. Вот. Я в этом плане, в общем, ребята, жуть. Выхода пока я, к сожалению, не вижу. Но бороться надо. Выхода нет, но бороться надо. Разъяснять словом. Хорошо. Дядя Муса, Глаголом а вам замечать знакома людей. песня... Дядя Муса, секундочку. Вам знакома песня группы «Сплин»? Выхода нет и полетели. Нет, напомни. Выхода нет и полетели. Выхода нет. Не знакома песня группы «Сплин»? Не знакомо. Хорошо, ладно, это не важно. Вы можете тоже все знать. Даже если вы закончили университет Аль-Азхара исламский, вы все равно не сможете все знать, потому что вы сами четко зафиксировали, тот, кто заканчивает исламский университет и становится хафизом Корана, все равно у него нет всеобъемлющих знаний. И он не будет специалистом в других отраслях. Ну ладно, это не о том. А мы тогда вернемся к другим вопросам. Вы сказали, нынешний режим, так называемый, который нам установила Россия, ну, я как бы понимаю, что надо быть терпимым, но все-таки там не всем хорошо. Многие голодают, другие живут припеваючи. Но не кажется ли вам, что с вашего попустительства, не именно вашего именно, с тех начинателей нашей государственности, которые были у истоков, была с подачи Русни заложена такая форма управления в Чечне? Ничего не изменилось? Такой же бандитизм, такая же клановость, такое же разворовывание и расхищение государственных средств, такие же вооруженные и неконтролируемые банды, которые гнобят и унижают свой народ. Вы понимаете, о чем я говорю? Отвечаю на твой вопрос. Мы к 91 году были очень грамотным народом, чеченцев я имею в виду. Очень много, большой процент с высшим образованием, со среднетехническим образованием. Специалистов всех отраслей у нас было полно. Но беда не в нашей тогдашней образованности, а в том, что мы выбрали неправильную форму государственного устройства. Вот. Мы, конечно, сильны задним умом. Вот. Я сам в то время там знал, что вот надо демократическую форму избирать, там 3 ветви власти, взаимоуравновешивающие там и так далее. Но я в то время не мог дойти, у меня, да и вообще в мире не было опыта оценки института президентства. Институт президентства – это страшная проказа для всего мира.
Этот институт был выдуман, я вот много раз говорил об этом, но почему-то никто не подхватывает это. Я бесплатно эту идею дарю вот всем, вот кто способен к там, Мне изысканию. кажется, что бесплатно будет только сыр в мышеловке. Вы этим отпугиваете. Победителей должно быть под страшным контролем. Там видеокамеры должны быть, круглые сутки, представители международных организаций должны быть там, журналисты, активисты, следить, чтобы не было там подтасовок. Никаких электронных голосований, потому что электронные голосования легко. Если есть подозрения, так давайте, критикуйте меня, в чем я не прав. Нет, мы-то вас и критикуем. Мы просто говорим, что люди так могут подумать. Так мы вас и Да критикуем. пусть думает, люди что угодно говорят. Люди, он Подождите, если вы... Нет, тут уже какая-то вот тут уже какое-то, знаете, противоречие, несоответствие тому, что вы говорите. Вы говорите, я стараюсь для народа, хочу донести до народа. А когда он говорит, народ может так подумать, говорит, да пусть думает, плевать на народ, нужно делать так. Нет, Ну, я нужно не как-то говорю, уже определиться. не надо это самое, Вене. Я не народ говорю, я на тех, кто говорит это. Народ, наоборот, слушает. Я же вот, у меня обратная связь очень роскошная. Меня очень много поддерживает. У меня страшно много сторонников у меня. Не весь народ. Я имею в виду тех, кто говорит эти дурные реплики. Все, вы закончили? Да, я Minūte закончил. izskaros maršalu Да, давайте дадим слово Муса, ветеран Ганнибала, если у него есть вопрос или дополнение, а потом продолжим. Давай. Пусть люди Да, задают. говорите, ветеран. Musa, مقلق مارشول موسى هو مارشول انت إيه، موسى Маршал. поддержать Туаларсони Musa свой парламентский бог. Он дальше тем более тана тут توكل حلو الناس يودش نمتابه قنوم خاتسون тан дол ближайшие 10-20 30 лет парламентский формбес он цего. Ветеран, я парламентскую форму не отрицаю вообще на корню, на все времена. Эта форма специально выдумана негодяями международными. Вот я сейчас там считаю себя там честным и так далее. Меня поставь президентом. Я не уверен, что я смогу противостоять там шептунам и там родственникам, друзьям там и так далее. И если вся власть в моих руках в течение длительного времени, ну, человек слабое существо. ويقاملش ديسر دو قون هو خطر там. Это человек слабое существо. Мельчор, видите, если у него вся власть в руках, все деньги, вся распорядительная власть, все, ему поют там хохазу, ходику, хоисбяу, хоишту. Человек голмовол. Не надо надеяться на хорошего человека. Таких человеков нету. Не было и не будет никогда. Форма устройства должна быть такая, которая не позволит отдельно взятому человеку стать негодяем, стать тираном. Вот Кадыров, он тоже президент. Просто он называется губернатор. Он классический президент. Исламской. Те, которые в Европе, которые более-менее учатся, они вообще ничего не могут сказать, у них слова нету. А более-менее образованные, они все работают на русню. Что нам делать в этой ситуации, Муса? Парламент нам... Я, видимо, неправильно, не смог донести правильную мысль. Вот ты говоришь, неисково. Как неисково? Вот именно вот это вот искривление власти происходит из-за того, что мы президента избрали, неправильную форму государственного устройства установили в республике. От этого у членов парламента, потому что, я повторяю, каждый человек, он слабое существо. Вот член парламента, я знаю несколько человек, которые прям со второго дня избрания занялись своими личными делами. Вот. Потому что президентское правление позволяло им заниматься своими личными делами, а не государственными. Вот поэтому... Дядя Муса, прошу прощения, дядя Муса.
Мы понимаем вашу мысль, но прислушайтесь к вопросу Ширлама. Ширлам очень четко описал нынешнее положение, ситуацию, в которой находится наша нация. Ширлам, пожалуйста, повторите ваш вопрос. А Муса, вы прислушаетесь к нему, тогда вы поймете, о чем говорит этот наш слушатель. Муса, я, может, немножко бяхмобилайт, раскомататься. У меня все-таки муредон. Нохчемататься, актуалурду алхетсон, может быть, я буду мешать. Ажанец, Советский Союз, вой парламент, допустим, мы ошибились тогда, вы ошибились, весь народ ошибился, президент, но мы ведь тогда из лучших выбрали, самых образованных. Нет у нас образованных людей, Муса. Более-менее образованные, они на русских работают. Те, которые выехали, не согласны жить под русскими, выехали из Чечни, у них сегодня голоса нету. Да, а остальная масса народа, основная, они все на исламской игле мы сидим, духварах. Нам не из кого формировать сегодня парламент. Нету, у нас кадров нету. Вот в чем наша проблема. Мы отупели, как лауреат говорил, народ стал скотиной. Все. Только единственный, я не знаю, я согласен в плане с лауреатом, что нам нужен человек, за которым пойдет народ, но он должен быть честным, который, я не знаю, и этого человека у нас нету. Что нам делать в нынешней ситуации? Из кого формировать? Если, как ты говоришь, если нам волей случая опять получится завладеть этой свободой, из кого формировать? Нет у нас. Отвечаю. Ты во многом прав, я с тобой согласен. Но если мы, допустим, будем избирать народных представителей из лучших, допустим, начиная с сельского совета и по восходящей, как я говорю, вот собрались в сельсовете, там 500 жителей, они все друг друга знают. И они наверняка там наркомана, там алкоголика, жулика не выберут из своей среды. Они берут лучшего, самого справедливого, самого образованного среди себя. Вот. И так по восходящей там в районе то же самое, в городе, области и так далее. Если будет сформирован коллективный орган, вот, и власть таким образом власть, она будет распылена на много частей, на количество членов парламента, например. И скуриваться, допустим, отдельному члену парламента будет трудно, потому что за ним будут следить другие. Вот там 50 членов парламента подкупить трудно. Вот. И таким образом, вот, именно за счет формы государственного устройства можно потихоньку выправлять положение. Вот. И тем более, если мы там, журналистика, если у нас будет свободная, журналист должен иметь право критиковать кого угодно и как угодно, но отвечать за свои слова. Вот, если он неправильно там факты привел там и оклеветал, то журналист тоже должен подвергаться уголовному преследованию. А так, если у журналиста есть основания, он должен иметь право говорить, трещать, бить во все колокола. Вот. Общественные организации должны быть там, общественный контроль должен быть неограниченный. Вот. И при таком устройстве не будет условия отдельному человеку грабить народ, стать негодяем. Вот. И еще надо будет в будущем заложить закон об отзыве любого члена парламента, там, руководителя, упрощенный, в предельно упрощенной форме. Например, 50% голосовавших плюс 1 голос. Все. И человек должен выметаться, на второй же день выметаться
и сразу уголовное дело на него должно быть возбуждаться там, ну и так далее. А вот эти вот современные процедуры там и на Западе, и на Востоке, везде, где так называемая демократия, у нас как? Вот если президент там проворовался, вот парламент там, верхняя палата должна быть, да, нижняя палата должна 80% минимум проголосовать против, потом верхнюю палату 90%, потом это на рассмотрение Конституционного суда на предмет соответствия законодательству, правовую оценку. И только после этого, то есть фактически президент, он вечный по современному законодательству любой страны. Вот. До импичмента никакой президент не доходил. Вот в Америке был там один случай там, с Никсоном, и то он сам ушел. И неизвестно, он смог бы там, наверное, он смог бы устоять там, придумать там причину. Вот. То есть процедуру отзыва надо еще, я вот забыл сказать, это самое важное. Предельно упрощенную форму отзыва любого государственного деятеля. Вот. Ну, для этого там процедуры, там, каким образом это делать, там инициативную группу, например, из там 1000 человек, допустим, создать по отзыву там членов парламента. Вот эта инициативная группа там подает в парламент свое прошение, а парламент не должен иметь права отвергать вот, предложение. Он должен рассмотреть, причем рассматривать прилюдно, под камеры, вот, в результате дебатов. Вот, инициативная группа правильно предъявляет претензии к тому или иному там, депутату или министру или нет. Вот, чтобы народ слышал, чтобы журналисты слышали, чтобы народный контроль слышал. Вот в такой обстановке будет, может быть, не совсем 100%, но до крайнего минимума будет доведена вероятность того, что там депутат или министр будет негодяем. Вот что я имею в виду. Надо, ты правильно говоришь, сейчас все оскотинено. Другого нету. Ладухан, свой хам, буслугдинта, вот сидит на этой религиозной игле и оскотинивший, полностью оскотиневший. Вот как этот народ, по каким критериям он будет выбирать из себя умного человека? По каким? Вот, можешь ты мне это описать? Дело, опять ты очень прав, и мне даже нечем возразить тебе. Единственное, что я вижу, как я вижу, надо разоблачать, говорить надо. Словом, глаголом сжечь сердца людей, как говорится. Ну, и другого способа я не вижу. Не надо призывать их там к уголовному преследованию, там голову отрубать там, и так далее. Это дело негодяев, там, мракобесов. Словом, просвещать я другого не вижу. Если кто-то видит, пусть говорит. Я не вижу, например. Просвещать. Вот, в Европе, когда-то, в мракобесной Европе, появилось просвещение, эпоха просвещения, начиная там с Эразма Роттердамского там, и так далее. Ну, и вот люди, передовые люди, продвинутые в то время, в средние века, 14, 15, 16 века, они видели мракобесие своего века, вот, и другого выхода они не видели, кроме просвещения. И поэтому они просвещали свой народ вот, во всех жанрах, в литературе, в исторических исследованиях, там, юриспруденции там, и так далее. От этого пошло название «эпоха просвещения». Вот у нас должна быть своя чеченская эпоха просвещения. Вот, другого пути я не вижу, к сожалению. Если кто-то видит, пусть говорит. Вот при благоприятно складывающихся обстоятельствах, примерно, нам понадобится как минимум 40 лет, чтобы создать критическую массу просвещенных людей в нашем народе. По-другому никак.
Я бы так отрицательно не стал бы относиться к нашему народу. Я знаю очень много наиграмотнейших людей и молодых людей, между прочим, вот, которые с удовольствием вернулись бы домой из Европы, с удовольствием вернулись бы. Вот. У нас много нормальных людей, много, ребят. Так, подать... Ишану дома их не знают. Цахтаны бывш мы бачишь, серчануш, безар бацкетос, хуалгач, удукуаг. Я знаю, что и дома есть такие. Я много знаю. Ну, с десяток, во всяком случае, я лично знаю, которые разделяют мое мнение. Дома. Просто они пока не могут говорить. Так что дело не такое уж и безнадежное, мне кажется. Но говорить надо, просвещать. Эпоха просвещения у нас. Дядя Муса, просто секундочку, да, 10 секунд, потом ветеран Ганнибала задаст вопрос. Если есть, то Шедла может продолжить. Вот вы говорите просвещать. Вот среди нас находится и слушает нас шейхуль Ислам. Вот он просвещает. И что он просвещает? Эту чеченскую массу, серую массу вот этих людей. Им не нужна правда. Им не нужна правда. Когда им говорят, ваш рай описан, шейхуль Ислам здесь сидит, он может подтвердить или не подтвердить. Уже 4-й год он ведет круглосуточные дебаты здесь, просвещает. Он читает тексты, исламские тексты, хадисы, переданные сподвижниками, современниками пророка. Ссылается на сур аят из Корана, говорит, ваш рай описан вот так. Они ему говорят, нет, это не так. Они не принимают правду. Эти люди не принимают правду, потому что они не хотят быть просвещенными. Вот в чем проблема. У нас народ, они до такой степени оскотинившиеся и продажные, к тому же, они идут туда, где выгодно. И самое главное, дядя Муса, они очень раболепные и трусливые. Хотя они бьют себя в грудь с нашим шейхуль Ислам и говорят, что они смелые. На самом деле они очень трусливые и раболепные, потому что они все ходят на полусогнутых. Они ходят на полусогнутых, и мы знаем, где и как и перед кем. Но правду они не принимают. Им говорят, ваш рай такой, 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 такой. Весь ваш жизненный путь, он для того вам снеспослан вашим Аллахом, для того, чтобы вы попали в рай. Правильно? Они говорят, да, правильно. Для того, чтобы попасть в рай, вам надо делать что? Вот это, вот это, вот это. Опишите ваш рай. Они описывают его, врут. Когда вот им говорят, вот смотрите, священное писание, вот ваш рай так описан. Ваш же пророк его так описал. Ваш пророк его так описал. Ваш, еще раз повторяю, для самых таких непонятливых. Ваш пророк, не наш пророк, а ваш арабский пророк описал этот рай таким образом. И вы хотите туда попасть? Они говорят, нет, ты врешь. Они говорят, нет, ты врешь, ты наговариваешь на нашего пророка, и наш рай не такой. Как можно просвещать это сыр? Понимаете, мы-то понимаем, почему они в таком состоянии. Потому что там рабство. Потому что над нами давлеет Россия. Потому что Россия не дает этим людям свободу. И вздохнуть свободно. Потому что они в постоянном страхе. Пока мы не сможем какой-то момент, чтобы Россия освободилась от нас, как на изломе 80-х, 90-х годов, и даже если у нас такой исторический сейчас шанс появится, что Россия ослабнет, допустим, такой, знаете, гипотетический, Дональд Трамп решил нанести баллистическими ракетами через Украину, томагавками, удар по Москве и Санкт-Петербургу, потому что вот Россия в Украине, да? Допустим, гипотетически. У России нет сил удерживать Северный Кавказ. Она уходит из Чечни. Там просто одурманенное, озомбированное население. И вот эти все мракобесы, которые находятся в Турции и здесь по Европе, вот эти бородатые мерзавцы, они все ринутся первее нас всех в Чечню. И они начнут проповедовать там. Они просто бразды правления возьмут и силой, потому что они очень пассионарны, они очень жестокие, они очень бессердечные. Они будут вооружать эти банды, как при Дудаеве, как при Яндарбиеве, как при нынешней власти, и будут убирать всех инакомыслящих. А мы это знаем, мы это проходили. Мы знаем, что это такое. Вот как нам этому противостоять и как нам донести правду? Вот если у вас есть ответ, пожалуйста, можете отвечать. Потом слово ветеран Ганнибал и Шерлам. Я закончил. Говорите, Муса.
В этом плане у меня есть соображение, я не знаю, до конца не уверен я в правоте своих мыслей, но вот навскидку у меня такое предложение. Вот в нашем нынешнем состоянии, варварском, в общем, давать нам возможность, если мы будем предоставлены сами себе, мы много дров наломаем. Поэтому должна быть какая-то опека со стороны Запада там, или Турции, или, я не знаю, Америки, там, какие-то миротворческие... Умоляю вас, только не со стороны Турции. Я вас умоляю. Нет, Только нет, из-за- я перечисляю просто. Я тоже против этого. Ну, например, вот, коллективный западный там... Америка. Давайте скажем просто, да, только Америка. Давайте признать, Ну, только Америка, ну, Америка. да, Америка, то да, Америка еще лучше. Вот, американские, значит, голубые каски. Вот, и только в течение там 2-3 лет. Вот любое проявление экстремизма гасить на корню. Будь то там мусульманское, христианское, иудейское там и так далее. Ну, и вот от кого бы это ни исходило, вот эти войска должны миротворческие. Ну, и вот под чьей-то эгидой мы должны быть. Вот я без этого, мне кажется, мы увязнем в нескончаемом кровопролитии взаимном, чеченцы. Вот, в общем, черещи, там, ненависть друг к другу, там, сколько доносов было, да, и сколько людей уничтожено этими борозачами, да, и вот, люди начнут мстить, кровь лить, без опеки, без третьей силы, я думаю, нам не обойтись. Конечно, сейчас найдутся там крикуны, патриоты. Вот, опять там мы из русских скинули, и ты призываешь нас под Америку, под Европу. Ну, а куда деваться бедному еврею? Чтобы народ не сгинул, не уничтожился, я согласен на какое-то время терпеть цивилизованную Америку. Америка-то не будет, как Россия, там всех убивать налево, направо, язык запрещать, там, грабить бесконтрольно, там, это, журналистам рот затыкать. Америка не будет. Вот, такой, как Россия, другой силы не будет, такой мракобесной. Поэтому под протекторатом Америки вот, в течение 2-3 лет мы постепенно можем наладить вот, ветви власти там, и так далее, общественную жизнь, приучить людей к порядку. Вот я только этот выход вижу, Вене. Другого выхода я не вижу. Я не думаю, что если мы будем представлены сами себе, что мы сможем благоустроиться. Вот я иногда слушаю там вот этого бородача, старшего брата, этого Доки Умарова, как его там, Аль-Мамуни, Аль-Бин Салман, там, я его имя не помню, с огромной окладистой бородой. Вот, говорит грамотно, между прочим, дает расклад ситуации в мире даже вполне грамотно. Но в конце вот мы должны джамааты установить, маджлис шура. Тот, кто не согласен, он против Аллаха, против народа там, и так далее. Вот, то есть положение наше ужасное, если мы будем представлены сами себе. Я другого пути, кроме вот этого протектората временного, другого пути я не вижу в Вене. Пусть выскажутся другие, если они видят. Пускай, хотел ветеран Ганнибала, а потом, если что, с Шерлам, пускай продолжит. Если есть слушатели, пожалуйста, потом вы задавайте вопросы. Ветеран Ганнибала. Украинская армия наведет порядок, я же говорю. Да, понятно. Спасибо, это наш мерзавец Донат Арман Арчевич. Я возглавлю и спасу вас. Понятно, да, спасибо. Кстати говоря, вот украинский протекторат украинский
если у нас будет, у нас Там никаких великолепный... американцев Ни не в коем будет. Туда случае. пошлют украинцев. Дядя Муса, Туда пошлют дядя украинскую Муса, армию. ни в коем случае никакого украинского протектората, никакого сотрудничества с украинскими ни нынешними властями, ни будущими, потому что это такой же протухший русский мир. Только Америка. А давайте дадим слово ветерану Ганнибалу. Ветеран Ганнибал, вам слово. Эх, время. Масагиш генер ступление рерасинц, шавулур ворсо, инца way мах дик мах буквой. Он дальше хама халат хамахку это халкана что лияни хамич ашу. Ар чукчаш север я климат тоже влияет на быт, на все это. Way мах на наш быт, на традиция быть, что тоже очень сильно влиял и влияет. Way мах дик мах будет. Просто это махка да нах хилдиш дарой. Он дальше мялилом халиолой махка хиник. Это махка кахик ди. شم ليلو يز أكرو حني الله مرشيت يز قهيك ديش ماك بروي ماك ديك ماك بوي أويا هنختارلوش دو أربعة كلوش يي كلوش إيش أوشي بويش ديال نخبوش كلودت ووخش تق ووخشين أخش دل جيبيا تشور خيتة يوتشي بريتستاوته إي تير موغ أدم خلتة لول خوانت إيلت حياك ديك بيا يوتش ويربلوجي بكلوشكا بيتسايوش كلمتكشوش ويا يويربلود يزين عشدوه ويربلود يزيو يزينيو ورا يزينيو يزيو بازرع امكل جيش دوخ وبيج كيت ميكشات ايش اتارختر دل هادو يلخشدروي وي محكا ده نخل يزروي ويم دالمولا تر مالر خلو حالداس مالر خلو خردوين خلص خليلا داتو ويدقو نخ لا يامش كايوشبو إشي لا أمل شو زي شجعت ياش تيجين وردوش نحبوك شو طول أولك دي زي شو أتخيل دات كتات مارش داخل شم وين كنشنا أوروبا أمريكا مو حاشو تاجرهم حايوش تاجر غدي خاقيش أور أتخيل دروي إتشرح تقشر خدير خاتسون هر لا أمل شو ناخ ميلبول وين خل خيردو ساعة هرم ديش دعور در ألهم تجوكسون وتيناخ ميلبول ساعة وأوبوك الإردوكوي نوخشي قامز درو قام در نويراك وأوبو خلوكو أنت إنانيو يالوكي يدعيو قيلا دات ما بقليقة إيراك وأوبو خل دعمو يقع يسي تتم 7% تويو أوبشيستو занимает это опухоль. Как ты можешь это 70% удалить там, дадох килмаят больше половины. А лечить они лечиться не хотят, да хум даться. Халум дуэн здесь советую, я не знаю, судом цеха хуэрду. هو دروي هر نرمال نقبل هر هو دروي إنا تار خوير دو إيش ما بات مالوش تا بريزنا واتيد تا نوكشي بوير قهي يونيا تي انوردوش سيريا حسن تي انوردوش نحبوكش تالي دي دوش نكوه وين قدام دات مالري بريتيكتراتي تا إيخ تا دوكتي انر خلرتسلا وي اندول دي تشا ويش دي دوكو دات إيوي عينش ديك سوتور دوش دات تا أبيلني بريتي خيري وينك أتخيش بوير بوش أي نحت إيه عنور دوش بو هون دال سنة أور غاسكش أور بول نحبو تاك جيرز دو أخشا دو إيش دوكو بو إيش مال وجوات دعوة ديلا دات إيش مال بيش مش بود نو إيش بود ديت إيه إن تورتي عبيش إيش توركش بروستلات توش باتش إيش خز خيش إيش ديك نحبو البات شيء كيال بالو شيء عيد الخواتي تونجا رسي يوك شينا رسي ويبالخر بات شينا هودي دوتوش تان لوش دول بنسياش سير ميتشل دو وين دول بنسياش هالور دو بنسياش بريتساتي تان در خير مدى اتنا خودي جوال قليلو اربو بوك دا خوندا جي حيق قال دات سبيتيال نتا ليلو تسخا اقتاشيتا قوتك يرو وين تدي لجي خدو ارو فيتي اناخ اربع يبدل مسيات سمغر قيات وات اناخ اربو هر بوك تي عين ودوك سارو شون تسخا تا نورمال نالو يا نورمال ووري سمغر جين يلي وهاخي بني تدعوش نورمال لوت ايقه سولي تشينيش موجنا اوين تعاهم مداتسوي وناس يلور وات سولي تشيني يواش بني تديولش دات وتونكش دو الاتس داخش تونكش دو متبخ يدو مجواشين شتار شاش نابرو تسنه دو مباخت شتار شاش تونكش دو تبخ ويدو باخت دي شاش خلدو كوين سون بغات تو ايردو تعال غير ترسي متشنو اتنا تشوي دو تخاخسو يوت انا بوتام 7% بلنو اوبشيستو ودي دو دابر ياتر
Да, лю. Ну, опять вот, просвещать этот язык, когда он сыгальш, богат, просвещать надо. В конце концов, капля камень долбит толшук. Вещь природная хекл должно бы ночь. Какой бы он фанатик не был, чеченцы это здоровая нация, так, умственно. Психологически изуродована, но умственно полноценная. Вот мы легко усваиваем передовые идеи, вот, склонны к точным наукам там, и так далее. Ну, и, язык просвещать, другого пути нету. Не дай. Ирлан, есть возражения, вопросы? Laureat, Holsana. Ну, Суна, протекторат Бошел, я категорически против протектората любого. Он дальше. Протекция это в любом, она подразумевает под собой слабый и сильный. Тот, кто меня защищает, он сильнее, чем я. Оно мне не позволяет меня в эту, и мой народ в эту ситуацию ставить. Шел дела, я, конечно, Сайкома, стажим образование, нам не хватает немного образования, но так и именно войну калил, что нохчел датсинс, и нохчел духвей, вошел войну кай вежрал дяштаг. Цунт это уж сам маснихол нагасан Россия, юха юахнинс, если у нас опять этот шанс появится, надеюсь, что войнох Чехам, он больше будет склонен именно войну кайл и войну безом дауншадыг нохчел скасда. Нагасон иш цу нохчел тежен войну кадл дауншвелю такой улкрду алхетсун. И одновременно мусас мабагар образовываться нам надо. С этого дня, еще вчера нам нужно было это начинать делать. Он дальше нагасаныш Россия, юхавой нам кадры нужны будут, и управленческие, и да все подумают, и технические образования, все нам нужно будет. Пишта, и даркса ала. Шекайолчу, деш, яца, дохумдацк. Одним словом, сувердашу. Ну, по поводу протекции. Ну, в принципе, ты прав, там любой протекторат предусматривает сильного и слабого. Вот. Ну, допустим, в Косово, в Югославии американские голубые каски сыграли выдающуюся роль. Они не давили там свободу там, косоваров там, и так далее. Наоборот, они остановили массовые убийства. Сербы там за 2-3 дня 8 тысяч этих мусульман зарезали, расстреляли. Вот. А американские голубые каски предотвратили это и навели порядок. Навели порядок, и, по-моему, сейчас их нету там никого. Каждое государство живет отдельно по своим там законам. Поэтому... Миротворческие силы, вот, миротворческие силы, миротворческие Бог, да, миротворческие это обчеркнули 5 лет. Сахантуаха, миротворческие нохчицы, и мы до унижать, то это сан униженный состояние, нохчи сунут цаха. Что мы еще никогда не было. Нет, да? Не при Ермолове. Танца нохчи роуши лета цирин ваш. وعنو كيتش مبوين صناخ انا مش عبر بوش باتي ومتيتا عندك ما دودش ونجيني датцу قاعدك народ сохранить. Да, совершенно верно. И еще тут можно предусмотреть какой-то там вариант, там, допустим, совет старейшин, наблюдательный совет из старейшин. Дядя, я вас умоляю, я просто не могу не сказать здесь, ну только не совет старейшин из больших вот этих бородатых. Ну, не совет, ну, а вообще, наблюдательный. Да, я понимаю, да. Просто я говорю, чтобы люди правильно поняли.
наблюдательный совет, допустим, который Просто будет там, представляете, туда приходит Абу Азбекин, этот Бакар из Вены, потом приходит Басха, и все пошло под коту под хвост. Ладно, продолжай. И Донарч от Сумжинских приходит и рубает их шашкой всей. Скажите, Донаш, посерьезнее, давайте тут серьезные вещи обсуждаем. Ну Не, что вы я сейчас серьезная такое? вещь, смотри. Сейчас вам Вопрос дадим слово. Сейчас миротворческий. я ваш покорный слуга, Донарчи, вам дам возможность высказаться. Я вам Дайте сейчас закончить конкретику Муса, а сейчас потом только приведу. без шашек, только серьезно по существу. Дядя Муса, продолжайте. Нет, пусть он говорит, выскажется, Нет, не пускай, перебивай нет, его. подождите, расскажите про свой координационный совет наблюдателя, а потом Дон Арчи отдельно слово, чтобы он вам даже смог с вами Нет, подебатировать. я имею в виду, чтобы иметь обратную связь с народом. Вот, миротворческие силы будут совещаться с народными представителями. Там какой-то Вот орган это другой можно вопрос, я избрать. поддерживаю. Народные Да, народные избранники, да, понятно. да, народные избранники, да. Ну, правильно, я Ну пусть поддерживаю. украинец А, говорит, пусть. да, Дон Арчи, подожди, секундочку. Дон Арчи, пожалуйста, я вас прошу, без всяких вот этих ваших шашек, там, шуточки, там, казаки. Если серьезно у вас есть что-то, спросить, возразить, даже подебатировать, пожалуйста, с Мусой говорите. Вам слово. Саляв, смотри, есть как бы каски, да, голубые там или еще какие-то. А, ну, тут все говорили в таком состоянии общества, да. Главный вопрос, кто будет администрировать, как вот, ну, там, органы, такие как бы, административные органы. Понимаешь? Административный орган, полиция. У кого будет, как сказать, монополия на полицейские функции. Полицейские функции. Понимаешь? Голубые каски, американцы там, они там, как бы, ну, у них и менталитет другой, они, как бы, вот, ну, но это, кого они там будут разнимать, между кем они там будут, как бы, порядок наводить, понимаешь? То есть я это вижу так, что, Отвечать? например, подожди, сейчас скажу. Я это вижу так, что вот, ну, надо же моделировать ситуацию, да? Изменения могут быть только в случае поражения Российской Федерации в войне с Украиной. Ну, то есть Украина так побеждает, да? И я вижу эти процессы, что Украина заходит, ну, там, если Украина становится как бы субъектом, да, национальной державой, она должна, там был, по-моему, 3-й или 4-й универсал, признать то, что она не вмешалась, например, в период 90-94 год, в эти безобразия, которые там происходили по отношению к этническим украинцам, например, вот сунжинские казаки, это этнические украинцы в большинстве случаев. Значит, этот вопрос... Подожди, этот вопрос будет... Подожди, этот вопрос будет поднят, это раз. Этот период 90-94 год. Должна быть дана правовая оценка, это два. Очень еще важный вопрос, там, роль такой личности, как Дудаев. Вот тут Тимиша говорил, да, то есть он как вписывается, как вот, ну, как скрепа, что он вот национальный герой, или он как бы, ну, по факту он как бы бандит, ну, в моем понимании, как мы, пострадавшие, как бы, ну, там по отношению нас был геноцид, это я вещи своими именами называю. И мы будем подавать, то есть пока Украина еще, ну, к сожалению, не стала национальным Сообщество есть вообще? Подожди, 10 секунд. У вас сообщество ваше сформировалось? У вас есть какой-то комитет сунжинских казаков? Через европейские, может один человек подать коллективный иск. Я один могу подать, и все. Ну, да, у нас есть люди, мы готовы. Вот. Вопрос, как бы дальше, как двигаться Чечне, должна быть дана правовая оценка событиям 90-94. Вот эти события, они подорвали все. Это потом уже в крови потопили. Все эти безобразия, ограбления в крови потопили. Ну, это все. Это звенья одной цепи. Вот. Этот вопрос... Можно ответить? Сейчас, 2 секунды, я закончу. Поэтому тут без решения украинского вопроса, оно, если кто не знает, может, кто слушать не знает, значит, на момент развала Советского Союза, я учился в 2 школах, половина фамилий в Грозном были украинские фамилии. То есть это казаки Сунжинской, многие там, ну и другие там этнические украинцы. Но вот Сунжинская линия, это там 70% заходила с Кубани
и другие, которые при советской власти, хорошие люди, Донат, отправляли 30 секунд, специалисты. 30 секунд, Донат, я вас Половина, умоляю, Донат. значит, Я вас половина, умоляю, я 30 понял, секунд. Я заканчиваю. можу вам продолжать Половина, там дать реплику. Не-не-не, заканчиваю. реплику продолжать потом. Вы заканчиваете, потом Муса с вами продебатирует. Но сунжинские казаки на сунжинскую линию, вы же говорите, вы сами себе, они же вырезали чеченцев. Продолжайте. Это дальше. отдельно, это смотри, вот это если копать историю и там как бы там эту темную историю, одни говорят, шейх Мансур был, других кадыровцы говорят, он был, это Демпартия говорит, его не было. Непонятно, кто когда стали мусульманами, кто там штурмовал Наурскую в 1774-м, кто с кем штурмовал значит, стали мусульманами. 10 секунд. Откуда взялась на исконно чеченской земле русская крепость Да, Наурская, это и все вы понятно, приписываете там это служебных это казаков все понятно. украинским, русским, царским войскам. Смотри, Ну как у вас это все еще один связано? момент. И Вот, тут сегодня, на сегодняшний день, подождите ну, секунду, суть именно, что вы воюете против России, но проталкиваете русский нарратив. Почему ладно, вы не защищаете никаких, чеченскую это независимость? история, я же Почему вы не хотите быть в доме чеченцев? подожди. Полноправным гражданином, а не дотаскивать Веня, этих чеченцев. пусть он договорит. Да, Не, Веня. я ему мысль даю доскажу. договорить до конца. Да. Я его Все- наизусть знаю. Он всегда я будет говорить здесь. Но Подожди, просто я тебе- пускай говорит правду. Я молчу. Да, я признаю это, посмотри. Вопрос, знаешь, в чем трагедия? В том, что состав, людской состав, потенциал, который был на момент 1990 года, пока не начались эти банды, а уж его там убивать там и казаков, и чеченцев в Могабеке. А у нас был состав населения прекрасный вообще по состав людей, понимаешь, и по специалистов, и вообще как бы там и те же русаки, там, которые при советской власти уже как бы все мы там очеченились, и состав специалистов, экономика и так далее, понимаешь? Это, да, скажем так, лица, как бы, ну, скажем так, не чеченской национальности, не коренные, мы бы там были как бы долгое время, как, знаешь, как таким как бы фундаментом, таким, одним из таких плотных фундаментов, скажем, важной частью этой опоры, вот этой чеченской державы и государственности, если бы она вот никто не убивал, как бы вот в идеале развивалась, как бы вот знаешь, если взять вот ну такой вот Чечня мечты, понимаешь, это как бы ну понятно всем. Можно ответить? Наш исход это тоже подорвал там ну, всех, которые не по национальности не чеченцы, не ингуши там и так далее. С такими друзьями Можно надо ответить? говорить. Ответим, да? Отвечайте, Муса, отвечайте. Значит, вот эта мысль, сейчас, которую высказал Дон Ахчи, это зловещая мысль, зловещая. Потому что вот все беды 91-94 годов были созданы искусственно, были созданы российскими спецслужбами. Это во-первых. Я сейчас не буду перечислять эти факты, когда мы в 92 году дважды ловили это самое, и они потом давали признание, что они там специально там приехали с заданием там и так далее. В общем, этих провокаторов, вы, наверное, помните, это мы на страницах правительственной газеты публиковали эти случаи. Постоянно российские спецслужбы вмешивались, совершали убийства русских, чеченцев. Например, вот рядом с Зеленым рынком чеченскую семью, 5 детей, муж и жена. 6 человек было вырезано, чеченцев. Вот, то есть геноцид был над всеми, над русскими, над чеченцами, над всем населением. В течение 91-94 годов действительно был геноцид со стороны Кремля. Это во-первых. Во-вторых, мы, вот я лично, люди там старшего поколения должны помнить, кто смотрел телевизор тогда. Я каждую неделю, а перед выборами почти каждый день по телевидению призывал русское население: дорогие русские братья, сестры, пожалуйста, принимайте участие в политической жизни республики. Мы одинаково травимся от этих
нефтеперегонных заводов от этих там самых вредных веществ. Мы давно там являемся одной семьей. Пожалуйста, там приходите, там выдвигайте своих кандидатов. Вот мы еле-еле уговорили врача одного русского, я сейчас фамилию забыл, между прочим, очень порядочный человек оказался, чтобы он выставил свою кандидатуру в депутаты. И он с треском прошел, победил там на много процентов чеченских конкурентов и стал депутатом. Русские сразу отстранились, как только мы начали. Я это помню хорошо. Я этот весь сыр-бор закручивал. Я Абу Муслима Сайда Асана, мы 2-3 человека, которые все это с 87 года там крутили, вертели, там провоцировали. Я это знаю доподлинно. Вот. И все русское население, как только мы вот, уже приблизились к выборам, вот, они резко себя отрезали от Чеченской Республики, вот, потому что русское население массово, ну это сами русские политологи, там, социологи признают, русский народ превращен в государственный народ. Русские огосударствлены давно, там уже 500-600 лет, со времен Петра особенно, и даже Ивана Грозного. И русский народ не мыслит себя вне государства, вне своих там, царей, правителей там, и так далее. Вот, поэтому, как только мы подошли к выборам, сразу все чеченцы почувствовали, что русское население себя буквально отрезало от чеченского народа, буквально отрезало. Стали массово там выезжать в Ставрополь там, и так далее. Вот. Ко мне обращались за помощью, я им помогал, там, автобусы выделял, там, охрану давал, там, автоматчиков, там, чтобы благополучно доехали. Мы их уговаривали, не уезжайте, оставайтесь, там, все, но они уезжали. То есть русский народ повсеместно, не только в Чечне, в Москве, Вологде, везде. Это народ огосударствленен. Понимаете? В этом беда русского народа. Вот это раз. Если копаться в истории, там геноцид, русских на территории Кавказа, а Кавказ это Волга, Дон и Кавказский хребет. Вот все вот это пространство, Южный федеральный округ, так называемый, это есть Кавказ. На Кавказе 200 лет назад русских не было, духу их не было. И вот русские пришли на Кавказ, вырезали сначала черкесов, стали вырезать, особенно лютовал генерал Зац из черкесских черепов, а потом и из чеченских черепов сооружал там целые пирамиды, там, чтобы устрашить оставшихся живых черкесов, чеченцев. Вот. Ну, а что творил этот Ермолов, мы все знаем, ну и другие там, Евдокимов генерал, там, Зац, Мац, вся эта шушера. То есть русские пришли в неслыханных масштабах в истории человечества, вырезая местное население, кавказцев, пришли на Кавказ. В таком случае кавказцы все должны подать иск к русскому народу, к украинскому народу. Если вдруг Украина будет инициатором вот этого иска, то нам надо будет подать иск на Украину. Пусть Украина отвечает за геноцид кавказских народов и выплатит нам компенсацию в триллионах долларов. Вот ситуация таким образом. Вот. И поэтому ворошить историю и друг друга упрекать, если мы будем, в геноциде, если мы будем то не Украина, если она считает себя там вправе инициировать такой иск, ни Украина, ни так называемое русское население
не Мы сможет будем, нам ответить мы вполне. к Украине будем подавать иск. Понимаешь, что она нас не Вот, защитила. нет, тогда мы будем на Украину подавать. Украина Нет, должна нам ты не выплатить. понял мысль. Мы, как этнические украинцы, будем на украинское государство подавать иск, что она нас в начале 90-х не защитила. Вот в чем Я дело. Нет, тоже хотел бы опять, видишь, опять пару. ту И же. не, подожди, я признаю. Не выйдет, у тебя не выйдет Ну, ничего, это у посмотрим. вас не выйдет. Не Хорошо, вы должны ответить, если ты Ты действительно, неправильно понял мысль. Смотри, я признаю. Это я все правильно дело, понял тебя. это дело рук спецслужб и их шнырей на местах. Я же не обвиняю чеченский народ. Я Чеченский народ тоже больше всех пострадал. И я хотел бы. обвиняю режим и тех, ну, банды. Так вот, этих, на режим, Украина должна, как, допустим, украинское государство в правопреемник тот момент, государство должно подавать Не-не-не, на Москву. это На другой Москву вопрос. должно. Мы, как этнические Я, украинцы, подадим еще на Украину за то, что она нас не защитила. Ахчи, я тоже хотел бы высказать свое мнение. Ну, свое мнение. Оно может быть правдивое, неправдивое. Это все Что я виноваты в хотел, этом спецслужбы. Конечно. что я хотел сказать? За все преступления, которые совершались в Чечне, будь они русские, против русских, были, да, есть, отрицать не будем, потому что я сам знаю. Были эпизоды, что я это там, что не слышал по свежим следам. Есть, были, совершали это, отрицать не будем, и были они. За все преступления, которые совершались, были совершены против русских, армян там, и чеченцев убивали. Вот должно быть следствие, все как положено. Люди, которые совершали, они именно должны за это ответить. Ну, народ за это отвечать не может. Преступление именно против чеченского народа был геноцид. Именно против всего народа. Ну, не против украинцев геноцида не было, потому что там малая часть украинцев, ну я не говорю, ну там десятки тысяч. И против русского геноцида не было. Преступления, которые совершались против украинцев, русских, армян, вот эти люди, они совершали преступления против чеченцев. Они работали, пользуясь тем, что власть в Чечне была еще не крепкой, только что устанавливалась. Эти преступные элементы совершали преступления по указке спецслужб. И вот эти люди, они потом и перешли на русскую службу и совершали дальше преступления уже против чеченского народа. Я сторонник того, что все это, конечно, надо расследовать, и преступники должны быть наказаны. Я знаю, что большинство не служат этой власти, которые кадыровские власти, они служат. Эти же преступники, мы же видим, они сегодня в Чечне над чеченцами. Да. Они не над русскими сегодня совершают преступления, украинцами. Они, вот эти люди, над своими чеченцами совершают преступления. Вот в чем дело. Смотри, я просто моделирую ситуацию. Например, берем идеальный случай, да, в 91 году как бы не коммунисты в Украине приходят к власти, а ну, как бы украинские. Ну, Украина становится национальным государством, как и Прибалты объявляют о том, что мы были оккупированы. Они объявили независимость от непонятно от кого. Прибалты сказали, что мы снимаем оккупацию, мы восстанавливаем государственность национальную свою. Вот, например, вот и меня, например, избирают президентом Украины. Никакого ядерного оружия я не отдаю как президент Украины, там, ну, допустим, так, образно говоря. И тут начинаются такие события там, на Северном Кавказе. И под предлогом того, что там есть этнические украинцы, по какому-то универсалу, там я не помню, там, где украинские компактные живут украинцы, значит, это территория как бы интересов Украины. Я ввожу туда войска и защищаю от безобразия не только, потому что под предлогом, что там это наши сферы интересов, и в том числе и чеченское население, и навожу порядок, может быть, пока временно, тогда еще включая эти территории на правах конфедерации, чеченская нация укрепляется окончательно, никто не убивает 300 тысяч, и с правом выхода из конфедерации. Вот, возможно, этот путь и будет пройден. Не будет, такого пути не будет. Никакие не будет. Украинские войска, никакие там. Вы не зарекайтесь об этом. Об этом, если сейчас ты говоришь, надо подать на Украину,
За то, что Украина не защитила русское население, то есть от чеченцев. То есть косвенно ты опять Нет, на она чеченцев не валишь. защитила, подождите, она не защитила от произвола, не, вы не поняли, она не защитила от произвола российской, там же, у них, как бы юридически это была территория как бы, Российской Федерации. У От них внутри- произвола кого? Кто совершал произвол над Ну, над вот русским вы населением? сами сказали, что это спецслужбы, российские спецслужбы. Неважно кто, ну, Так на украинские. Россию и подавайте, Ну, на Россию и Ну, подавайте. так нет, смотрите, вы не поняли. Например, если Украина там не станет национальным государством, значит, мы подадим на это. Будет момент, мы после войны этим займемся. Мы подадим иск На кого? На кого иск на подадите? украинское государство и на Москву то же самое. И на тех, и на тех. А при чем здесь А украинское потому государство? что она не защитила нас там как От этнических кого? людей. От кого не защитила? Ну, от московского режима, там, московско-дудаевского режима. А, Я считаю, что Дудаев видишь, их ты агент. Режим, я не режима, от не, бандитского режима не, дудаевского. не получится у тебя, и Это у вас посмотрим. это не получится. Вы сами лично признаете, что это бандитский режим был дудаевский? Что это Бандитский режим во всей России был, особенно в Кремле. Ну да, и в Чечне тоже, правильно? Ну, Чечня это слабая проекция была того, что творилось в Ну, Москве. вы же сами назвали этот бандитский режим. Ну, бандит, везде, вся Вы Россия это была признаете? бандитская. Подождите, мы пока... Вся Россия была. Вся Россия, мы про нашу родину говорим, в Чечен, Ингушская, или там в Чечне. Это бандитский режим был? Я Или лично это полшишки думаю, что вы, ты и вот такие, Я как с ты, тем, что вы мы все лично, он считает. Да мне плевать, кому ты обращаешь, я к тебе обращаюсь. За твои высказывания, что ты сейчас несешь. А что я несу? Я Разве не так? лично Ну, узнаю так и тебя я к потомкам нему все тех обращаюсь. Я людей, вопрос задал. которые уничтожили мой народ, захватили территорию. Это все признаю. Мою Смотрите, территорию. мы говорим Ты про... потомок тех, Вы начинаете... ты сейчас от себя... Да, признаю. Вы начинаете сейчас уводить от важного момента. Да, потомок и так далее. Поэтому потомка, который нужно убить ограбить. Вы к чему ведете? Потомка надо убить ограбить. То есть это допускается. Потомка надо убить ограбить. Нет, отвечайте на вопрос. Потомка надо... Не говорите параллельно, не говорите. Один прекратите. Потому что ты сегодня, я вот заметил, как ты вот рубился со своим братом. Да нет, это твой брат. Это твой брат. Как и ты, вот породистый. Это твои братья. Это не наши братья, это твой брат. Смотри, Да, давай так, да, простой вот вопрос. Если я потомок, да? вот это Подожди, бачок, Сабурдин. православная, храмская, какие, Да, православная, мы вас да. вот за километр Мусульмане. чувствуем, Мы вот ваш муслики запах, да, православные. вот это ваш... Да, Настя, тебя вот слишком ваши много. вкусы. Давай, помолчи чуть-чуть. Нет, Да, я вам... Смотрите, вы кто-то совсем каждый... разошелся. Смотрите, вы да, каждый для себя ладно. должны до конца Давай решить, что дальше. вы многие до сих пор, до конца на полшишки только вышли Ничего, из ислама. ничего, мы посмотрим, как и какому А вы режиму лично ты Аллах еще решил. слушал, да, я бы на Товарищи, месте... тут давайте я, как старичок, скажу свое такое обобщающее мнение. Все процессы, которые будут происходить на территории Северного Кавказа, от Волги до, повторяю, до Кавказского хребта, вот на этой территории все процессы, которые будут проходить, они должны проходить под эгидой, допустим, если мы будем обращаться к международному сообществу, там, американских голубых касок, вот, по согласованию с народными представителями чеченцев, черкесов, там, ну, населения Северного Кавказа. Вот. А вот этот товарищ Дон Ахчи, он умный, хитрый товарищ, он не мытьем, так катанем пытается все это накинуть на Чечню. Вот. Он готов подать даже на Украину иск за то, что Украина не защитила
этнических украинцев. А от кого защитил? И от чеченцев, естественно, вытекает. То есть, если мы будем вползать в историю таким образом, мы должны подать на Украину, прежде всего, если Украина считает себя там вправе там, защищать или не защищать своих этнических казаков, мы должны подать иск на, во-первых, на этих казаков, на всю массу казаков, терских, там, донских, там, потому что Краснодарский, Ставропольский край – это черкесские земли, это не казацкие земли. Вот, казаки были, это русский народ, который жил за Волгой и Доном. Вот, мы должны на весь народ, на всех казаков подать иск, и на Украину в том числе. Вот, поэтому давайте в историю не будем впадать. Вот, все, что было, было. Вот, было плохо, вот, не всегда хорошо. Вот, больше было плохо, чем хорошо. Вот, но это история. Вот поэтому вот эти мысли зловещие там, иск на Украину подать, чтобы Украина отвечала, потому что почему Украина не защитила терских казаков якобы от режима? От какого режима? От чеченцев выходит. Вот опять то же самое. Вот, то есть, если мы будем копаться в истории, то вот все, что кукарекает на русском языке, казаки, русские, там, кто считает себя там наполовину русским, они все должны уйти за Волгу и Дон и ответить за исторический геноцид всех кавказских народов. А геноцид был страшный. Самые лучшие армии России под руководством Суворова были отражены на Северный Кавказ. Они убивали этих черкесов, особенно потом этих тюркоязычных, я забываю их название. Их они особенно там чуть ли не 90% вырезали. То есть русское государство, оно повинно в геноциде, неслыханном в истории человечества. Если вдруг, так, подпирая историческими аргументами, подавать в суд, то надо, во-первых, освободить все территории Краснодарского, Ставропольского края, не говоря там о Чечне, там, тут даже разговора быть не может. Все должны выметаться за Волгу и Дон и на все население наложить контрибуцию. Вот за столетие, за 200-300-летие геноцида кавказских народов. Вот, если мы будем рассуждать таким образом. Но по мне лучше в истории не копаться, вот, а отталкиваться от того, что есть, что у нас под ногами. Вот такое дело. Чеченский народ ни против украинцев, ни против русских преступлений не совершал. Будем отталкиваться от этого. Чеченский народ не совершал преступлений. Государства у чеченцев не было, потому что чеченцам не дали его построить. Вот эти первые годы, когда чеченцы хотели свое построить государство, все эти враждебные преступные элементы, поддерживаемые российской властью, совершали эти преступления. И когда российская власть пришла на чеченскую землю, вот эти все преступные элементы пошли работать на своих хозяев. По чьим приказам они совершали эти преступления? Чеченский народ преступления ни против украинцев, ни против русских не совершал. Или, я не знаю, вы хотите подать против чеченского народа? А режим у нас не преступным был. Мы выбрали свою власть путем всенародных выборов, демократических выборов. Просто нам не дали построить государство. Я понимаю, там украинцы, русские пострадали. Там тысячами, скажем. Но чеченский народ 300 с чем-то тысяч народу погибло в этой войне. Сегодня 300 тысяч вынуждены из-за этой войны уехать в свои родины. Подавать, я не знаю, как мы будем встречные подавать, кто это будет разбираться. Черкесы будут подавать, 7 миллионов черкесов в Турции живет, лишили своей родины. Они что же будут подавать? Ну как-то это надо смотреть как-то.
Я сторонник того, чтобы этот сект, которые совершали преступления, я говорю, преступники, они должны отвечать. Чеченцы должны, потому что они против и русские, армяне против, они еще больше совершили против чеченцев. Они предали свой народ. Русские там ушли, там украинцы, кто мог кого-то убили, да, считаем там, убили кого-то, будем там считать, я не знаю сколько. А чеченцы остались, им куда уходить. И они погибали под этими бомбами. И когда они погибали, что в России говорили? Украинцы поддерживали. Поддерживали. Ни один никто ничего. Они говорили, что чеченцев до последнего надо. Женщин, которые рожают детей, убивать надо, потому что они рожают террористов. Детей надо убивать, потому что из них вырастут террористы. Вот это был геноцид именно чеченского народа. Геноцид украинского народа не было, потому что не все украинцы жили в Чечне, и не все русские жили в Чечне. Не может быть геноцида украинского русского народа. А геноцид чеченского народа был. И его совершали, и украинцы совершали, и русские совершали. Мы просто будем конкретно правдивы, честны. И вы должны быть честны, если хотите правду. И мы должны быть честны. Я не разбираю чеченцев, русских, мне без разницы. Преступник есть преступник. Он должен ответить. Совершались против русских, украинцев, армян, чеченцев, разницы нету. Если они совершались на нашей земле, вот, которые совершали, они должны ответить. Вот. Я вот сторонник этого. Все. Правильно, конкретно преступников надо там чеченец, русский, кто бы. На народ это, на чеченцев сваливать не надо. У нас государства не было, нам не дали построить. Они, пользуясь этим моментом, они совершали эти преступления. Они против русских и против чеченцев. Вот сегодня они власти сидят, вот каждый день мы слышим, что они дома творят. Еще один момент. Национальности нет, и он не выбирает кого. Вот в чем дело. И еще вот, геноцид кавказских народов в самой мерзкой форме продолжается до сегодняшнего дня. Вот, на территорию там Краснодарского края, Ставропольского края завозят там 100 тысяч армян, например. 5-7 миллионов черкесов, которые хотят на родину, им не дают возможность возвращаться. Мало того, на эти просторы планируют выписать индусов из Индии, этих вырожденцев, тоже несколько десятков тысяч поселенцев. Вот они идут на что угодно, лишь бы заполнить вот эти черкесские эти самые просторы Ставропольского и Краснодарского края не черкесами, а какими-то инородцами, неважно кем там, армянами, индусами, цыганами, кем угодно. Вот. Но это в такой издевательской форме геноцид сейчас идет. Вот такой тихий, мерзкий, вонючий. Вот. И, к сожалению, об этом пока мало кто говорит. Так что, если подавать, то надо будет на весь русский народ, на украинский народ тогда надо будет подавать. Я сейчас вот послушал этого Дон Ахчи, и немножко у меня мнение об украинском народе даже изменилось. Ведь он же не от себя говорит это. Вот. А в украинской среде это в какой-то части там эти мысли бытуют. Так что нам надо быть, мы, чеченцы, в приятном заблуждении относительно украинцев, по-моему. Да. Мы думаем, что украинцы так любовью пылают к чеченцам там и так далее. А тут я вот послушал, Дон Ахчи, нет, извините, подвиньтесь. Вот, они считают, что надо на чеченцев подать, если не напрямую, то так косвенно. Вот, подать суд на чеченский народ и обвинить чеченцев. Вот тут надо будет нам по ходу дела во время переправы менять лошадей, как говорится. Я вот сейчас буду думать, наверное, надо будет несколько изменить мнение по отношению к русско-украинской войне даже. Потому что обе стороны одинаковые. Если хотя бы там 50% украинцев думают, как Дон Ахчи, то для меня одинаково.
однохерственно, извините за натурализм, что украинцы, что русские. И те убийцы, и эти убийцы. Причем генетические убийцы. Ужас, дикий ужас. В какой мир мы погружены. Остались одни. Мы остались одни. Мы стали сиротами, дядя Муса. Никто не хочет нам помогать. Слушай, даже я, старый хрыч, который прошел там все эти Крым, трубы, там все собак, кошек съел, этой политики большой дуи. Даже для меня вот сейчас открытие вот этот, сейчас Дон Ахтиевец послушал. Оказывается, я был в приятном наблюдении относительно украинцев. Ужас, дикий ужас. Его, вот как только он пасть открывает, его сразу воняет русским миром просто. Я не знаю, какая между ними разница, между украинцами и русскими. Вот от этого Дон Ахчи, вот с самого начала, как он открыл рот, как я его услышал, вот этот запах вот мертвечины, падали, вот запах вот этого русского противного мира, да, вот. Ведь он же не от себя это говорит. Еще Он впитал ну, это. конечно, он не один такой. Он не один такой. Он здесь еще с таким гонором, с таким вот с предвзятыми вот этим высказыванием, такой весь такой Дон. Я бы сказал бы, если бы некоторые люди здесь. Муса, я чеченский хохол. Я только от лица сунжинских. Понимаешь? Тут в Украине... Начинается донаты. Вот донаты. Ну зачем вам это надо? Ну зачем? Так, давайте сейчас эту тему закроем, потому что Тут в бесконечная Украине, тема. тут в Украине никто не знает правды. Эта тема все охватывает, дядя Муса. Мы с этой темой просто открываем людям глаза на все. Благодаря Дону Ахчи мы раскрываем глаза В Украине людям на все все. героизируют Дудаева. Тут все героизируют Дудаева, которого вы называете бандитом. Но зачем сейчас акцентировать на Дудаеве? Ельцин еще больше бандит. Путин вообще людоед вселенский. Все просторы России были заражены вот этим бандитизмом. Бандитизм, он взрыхлялся, вылепестовывался Кремлем. Так что не надо сейчас о Дудаеве говорить. Дудаев просто ошибка природы, российской природы. Бандиты в Москве были. Но если в украинской среде есть люди, думающие, вот как Дон Ахчи, то надо несколько изменить мнение. Давайте дадим, дядя Муса, с вашего позволения, конечно же, дадим указание нашему Министерству иностранных дел, чтобы резко изменили политику по отношению к Украине. Не защищали больше, не лоббировали интересы Украины в Конгрессе, в Сенате, в Госдепе США. Все. Не-не-не, я один такой, один. Все. Вообще всегда ты правильно Да. говоришь. Да, Вот в прямом совершенно эфире вы даете такие указания или нет? У нас с нами сейчас находится наш генеральный директор, конечно же, по политическим программам, а также по политике нашего канала, Заза тоже она. Если вы вдвоем одобряете, то мы резко начнем лоббировать интересы чеченцев в том, чтобы украинские интересы в Госдепе, Сенате, вообще американском обществе, политическом истеблишменте рассматривались с другой позиции. Я одобрямс. Мы будем работать в этом плане. Извините, два слова я бы сказал. Вот во время гибридной войны вот эти два популярных блогера и вообще вот эти, которые допрашивают, я их фамилии не помню, допрашивают военнопленных в Украине. Они очень популярные, им великие аплодисменты, слава, хвала достается. И они во время гибридной войны на 9 мая, видео всем известно, они там против Бандеры, против украинского самосознания, а теперь они вообще ведущие. То есть вы должны понимать, при Сталине украинцев убивали почти так же, как и чеченцев. Украинская нация, она под прицелом Кремля, это такой же уничтоженный народ, как и мы. И в медийном их пространстве даже вот такое бывает. 5 минут назад
бывший ваш враг. Ладно, нам, простите, но в то время не было интернета, телефонов. У них, посмотрите, что там Киев творит. Зеленая плесень. То есть украинцы сами народ великий, но Сталин истребил их на восток, выслал то, что с нами сделал, то, что тоже с ними сделал. Но у них гниды там, как и у нас гниды, только немного даже проворнее, чем наши. Наши примитивные, предсказуемые. По граблям, марафоны, предсказуемые наши гниды. А у них ползучий, действительно, вот так вот, как гидравлический пресс. Анаконда схватила тебя, и все, и вопрос времени. Она уже победила, когда зацепила тебя. Когда она тебе за ребра сломает, это вопрос времени. Медленно давит, медленно, но верно. Хорошо. Давайте тогда, дорогие друзья, когда многочасовые эфиры, потом людям тяжело это все слушать. А если вы мне позволите, с вашего, конечно же, позволения, дорогие наши слушатели, подписчики, друзья, Дон Арчи, мы по поводу Дон Арчи. Чтобы как бы что ни случилось, у нас свободная площадка, созданная свободными людьми, и мы свободное общество. Дон в любое время, пускай приходит, высказывает свою точку зрения, даже если она отлична от нашей, даже если она противоречит нашим национальным интересам, пускай говорит, и мы ему всегда даем слово, поэтому он к нам приходит. Но мы всегда ему говорим, если вы сунжский казак, как он говорит, а казаки, как мы знаем, насильники и маньяки, которые писали в Суре 4, аят 24, насиловали, убивали чужих жен, маленьких детей, брали ламанат, все делали по исламу и разделили наши два братских, так называемых, как они говорят, народы, на самом деле мы один народ, войнаки, и сделали военную вот эту военную линию сунжский, как они называют себя, казаков. Хотя казаков в природе русского общества не было, то есть Запорожцы. Ну ладно, мы это тоже даем возможность говорить. Но он приходит и не говорит, что они вырезали нас, чеченцев и ингушей, но говорит, что их вырезали. А мы против любого преступления. Если убивали, ущемляли права любого человека, гражданина Чеченской Республики, который находился на национальной территории чеченского государства, мы должны привлечь, сделать расследование, провести расследование уголовно-процессуальное, провести процедуры и по нормам уголовного права Чеченской Республики, если надо, по международным инстанциям сделать так, чтобы все бандиты и преступники ответили. А как мы знаем, все бандиты и преступники это были работники спецслужб Российской Федерации, и само государство российское, русское, является террористическим государством. Потому что весь мир это признал. Есть международный альянс, международный союз, сейчас Соединенных Штатов, который старается как-то утомить российское, русское террористическое название под названием Российской Федерации. Весь мир это уже понял, и он работает. Мы пережили 35 лет, сейчас этот мир переживает. Но мы Дону Арчи всегда даем голос, он наш все-таки соотечественник, пускай говорит, он наш, как бы он от нас не оттачился. И мы его всегда призываем, Дон Арчи, мы говорим, если вы хотите защитить ваши права, вашего общества, как он говорит, сунжских казаков, вы должны ратовать за чеченское независимое суверенное государство. И вы должны стараться быть неотъемлемой частью этого государства, а не в противовес чеченскому государству. Вы должны стараться восстановить, воссоздать независимое суверенное чеченское государство и стать полноправными, равноценными гражданами этого государства. По поводу власти в Чечне. Чеченская нация – это его многовековая борьба за независимость, которая хотела создать свое национальное суверенное государство. Волю судеб, истории, ход истории нам позволил. Мы выбрали свое правительство, свои органы законодательные, исполнительные. Да, не всегда бывает все шито-крыто. Есть ошибки, есть большие упущения, есть преступная халатность подбора кадров. Но это наше внутреннее дело. Это мы оставим для себя. Ни одно государство в мире и ни один иностранный гражданин не имеет права указывать нам, чеченцам, что и как мы должны были делать и что мы должны делать. Это наша внутренняя национальная кухня. Это наше государство. Если вы будете нашим гражданином, такие как наши, тогда вам право голоса. Но приходить со стороны России, со стороны Украины, со стороны других государств, это не позволим.
И даже если это вы будете хотеть делать, то будем идентифицировать всех этих деятелей таких и привлекать их к уголовной ответственности по законам нашего государства. Потому что они являются крупными элементами, которые стараются подорвать наше государство извне. Это наша позиция. По поводу того, что дядя Муса сегодня озвучил, это его личные, профессиональные, политические взгляды. Где-то мы соглашаемся, где-то мы не соглашаемся. В этом и заключается сила дебатов, дискуссий. И для этого мы говорим, чтобы наши слушатели, чеченоговорящие чеченцы, слушали нас, понимали, о чем мы говорим, донести до них правду, истину, чтобы они могли анализировать, чтобы могли сравнивать, чтобы могли принимать какие-то решения для себя и видели полный ход событий, а не упрощенную, измененную такую форму того, что происходило, и тех исторических процессов. Чтобы чеченцы не жили в стране кривых зеркал, чтобы ложь не была истиной, а истину не превращали в ложь. По поводу черкесских земель Муса Темишев сегодня заявил. Да, это плачевно, что их заселяют другими национальностями. Там было сказано про индусов, про цыган, про армян. Мы не против никаких наций, никакую борьбу не ведем. Для нас все равны. Все имеют право под солнцем жить, иметь место под солнцем. Армяне нам очень родственный, близкий народ. Цыганам у нас тоже никаких проблем нет. И к этим индусам у нас тоже просто проблем нет. Но я думаю, что я хотел сказать, что не давая вернуться на историческую родину тем людям, изгнанным российским теоретическим образованием, России, они делают все, чтобы противопоставить те нации, которые они туда насильно, хитростью заводят, чтобы потом создать какой-то конфликт. Поэтому мы призываем наших про цыган, мы ничего не говорим, потому что цыгане это отдельно какая-то своеобразная субкультура, субэтнос. Про с индусами у нас общего языка нету. Но к армянам у нас просто обращение. Армяне, дорогие наши братья, вы все-таки кавказский народ, вы очень мудрый народ, мудрая нация. Вы нам очень близки по духу. Поэтому не дайте себя вовлечь в эти преступные, провокационные действия со стороны российского террористического режима. Потому что вы и так уже пострадали. Очень много беженцев со стороны Нагорного Карабаха у вас за эту преступную политику России, которую она вас заставляла проводить. У вас очень проблемное государство на границах, это Турция. Вам надо наладить отношения с Азербайджаном. Все-таки это над вами давлеет большой турецкий мир, более 12 миллионов турков, азербайджанцев и 80 миллионов турцев под брюшью. Так что, дорогие армяне, защищайте свои интересы, своего национального государства. Старайтесь быть в общем Кавказском доме, а не из Кавказского дома выходя и быть в русском мире. Русский мир на Кавказе, он не нужен, и он никогда уже не пройдет больше. Россия ослабевает. Конечно же, она еще сильна, мощна, но надеемся, что в ближайшие 50-60 лет такого государства больше не будет. Это исторический процесс, исторический ход. Для человека очень большой промежуток 50 лет, но для истории это очень мало. Я надеюсь, на этом мы все-таки обговорили. Мы будем продолжать цикл передач бесед. Мы всех приглашаем беседовать, участвовать в наших дискуссиях, дебатах. Мне очень понравилось выступление наших слушателей. Вы были все сдержанными, политкорректными. Огромное спасибо этому Дону Ахчи, нашему тоже гостю из Украины. Кстати, по Украине. Даже если Дон Ахчи хочет противопоставить чеченцев с украинцами, мы все равно будем поддерживать Украину. Потому что мы, чеченцы, поддерживаем всегда право народа за свою независимость. И даже если половина вашего государства и больше половины вашего правительства, оно преступное, халатное, коррумпированное, но мы все равно поддерживаем право Украины на свою независимость и свободу. И в ее оборонительной войне, в борьбе против русских террористических банд, которые Россия на них направила, вероломно напала на Украину, мы все равно поддерживаем Украину, потому что мы только за правду. Так что украинцы тоже должны в себе тоже разобраться со своей властью, со своими внутренними преступными элементами и с разветвленной агентурной сетью, которая находится у вас у власти, в ваших информационных структурах, ресурсах. Все вот эти вот русскоговорящие блогеры, как они говорят, лидеры общественного мнения, наши политики, вы должны смотреть, быть очень бдительными и всегда смотреть, защищают ли эти люди, о которых мы только что сказали, в украинском обществе, политическом, вот этом бомонде, именно ваши национальные украинские интересы.
Вот о чем мы хотим сказать. Огромное вам спасибо. Сутягой, да, я жил, адик, марш, да, адик, я ушло. Марш,